Вітаю всех, приветствую всех. Аят Машвойль. Сегодня 28 июня 2025 года, 19 часов 7 минут по центральноевропейскому времени, 2 часа 7 минут по городу Джахару. У нас 136-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Сегодняшний стрим называется «Победа Украины. Вопрос времени». Об этом и многом другом давайте поговорим. Стрим у нас вещается на YouTube-канале данном и на официальной странице Telegram, официальной странице Президиума правительства в Telegram. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, не пишите комментарии, не распространяйте ссылку. Смотреть безопасно, лайки ставить безопасно. Я передаю тебе слово, как обычно. Добрый вечер, дорогие друзья, наши слушатели. Мы ведем эту передачу для того, чтобы посоветоваться, для того, чтобы знать ваше мнение, сказать свое мнение о том, что происходит в мире, о том, что лежит в основе начала вот этой экспансии России на постсоветпространстве. Сегодня это развилось и дошло до Украины. Что происходит? Об этом мы говорим, об этом будем рассказывать, свою точку зрения. Если у вас будут какие-то свои мнения по этому вопросу, пожалуйста, делайте здесь в комментариях свою точку зрения, излагайте. И только обоснованно, конечно. Не всякие там попытки унизить, оскорбить, потому что те, кто хотят нас унизить, оскорбить, сами себя унижают, потому что они прячут свое лицо, они себя не видят, что каковы они. Посмотри себя в зеркало, говорят обычно таких. Ну вот, мне хотелось бы начать эту передачу, свое мнение сказать о том, что русские пропагандисты вот на днях, значит, да и раньше выступают и говорят, что они захватят всю Украину, делят ее на части, называют там вот эта территория, это. Короче, если слушать, они всю территорию, значит, Украины захватывают, и для этого у них есть договоренность. Якобы эта договоренность у них Соединенных Штатов Америки, Китай, Северная Корея, Индия, и наблюдателями здесь будут европейские страны, Евросоюз. Они их не пускают в этот, скажем, свой круг. А Великобританию они совсем пытаются ее изгнать из этого. Они считают его недопустимым, чтобы Великобритания была частью этой кампании. Одним словом, они рассказывают о том, что они придут и захватят все, останется только территорию рядом с Польшей, 6 там областей, а во главе, значит, Львовской, я так понимаю, ну, одна, как бы, объединенная, видимо, Львов у них будет как бы центр. Но и это тоже будет под протекторатом этих же, скажем, стран, которых они называют. То есть они раскладывают вот эту всю ситуацию таким образом, что хотят сказать, что они вообще-то не думают о том, отойти, что мы вас захватим. Не надо, значит, сейчас вам защищаться. Вы должны сложить свое оружие. И те, кто сегодня это поймет, они будут, мол, в лучшем свете выглядеть перед этой российской властью. Рассказывают и всякие небылицы, и притом это так убедительно, и вот такие вот вещи. Разве мы не знаем, можно задать им вопрос, что это за страна? Это действительно настоящее болото, в которое
кроме, скажем, Москвы и нескольких двух городов, остальное все болото. Или даже возьмите Москву, отъедьте от нее километров 100 и больше, увидите, что это за страна. Это невообразимая вот эта нищета, невообразимое состояние дорог, состояние, значит, жизни людей, которые большинство по разным помойкам лазят. Это показывает все. Мы видим, как эта страна обладает такими большими возможностями, за свой народ совершенно не беспокоится. Если она не беспокоится, эта страна и власть не беспокоится, это, конечно, власть и народ. Это империя. Это империя, которая сегодня рассказывает о том, что это великая страна, и некоторые деятели там нам эту, как говорится, лапшу на уши вешают. Не только нам, но всем нам, кто понимает, что это есть, и хотят еще к этому подтянуть других людей, напугать их. Вот здесь была еще информация о том, что вот на днях там в Екатеринбурге, там, на Урале, значит, видимо, мстить стали кремлевцы и напали там на этих азербайджанцев, которые живут, правда, они граждане России, как они говорят, но начали избивать, двоих убили, так, и начали там над ними издеваться, бежать их. Ну, обычно в их смысле того, что как они себя вот ведут кругом. Видимо, это ответ вот за те действия, которые против выставил Ильхам Алиев, азербайджанский президент, за сбитый самолет, за их действия. Теперь они говорят, что Азербайджан – это самая такая неприемлемая страна из постсоветского пространства. Дальше, разойдясь, они говорят, что и Армения такая. И Армении тоже надо дать, надо их всех отсюда гнать, надо всех здесь, кто к нам приходит, они должны быть по нашим законам жить. И здесь наиболее там расходятся, такой есть у них Петр Толстой. Такой Толстой, что совсем не Толстой. Фашист. Да, он фашист действительно настоящий. И тоже там высказываются всякие грубости, говорят, в адрес, скажем, других национальностей, которые проживают, скажем, на постсоветском пространстве. Они говорят, в основном все, они, обратите внимание, они говорят, это Толстой, обратите внимание, они все за Украину. Они не за нас, они за Украину. Вот, оказывается, если за Украину, они тоже, значит, такие же, как и украинцы. Украинцы такие, как остальные. Вот такая вот внутренняя политика, национальная фашистская политика проводится относительно любой, скажем, национальности, которая есть на территории, скажем, Российской Федерации, проживает. И более того, они пытаются извратить все такое, как государство образующее является русский народ. Ну, государство, если русский народ является, а покажите, где их территория. Где они себя, значит, показали, где их территория, откуда они взялись. Это они не показывают, у них определенной территории нет, а все территории, которые есть на постсоветском пространстве, они считают своим, и это все надо, мол, забрать, и это надо все, значит, всех надо поставить, как говорится, к стенам. Прямо так и говорят, надо гнать в траншеи, чтобы они здесь, короче, находились. Зачем они нужны? Такая пропаганда, и, видимо, нам не надо много ума, чтобы не понять, что это команда, это по распоряжению центра, из Кремля идет все. Это для чего им нужно? Это нужно для того, чтобы как-то вот показать, что русский народ якобы самый главный, и потом они могут сейчас закупить северокорейцев или закупить каких людей, которые к ним приедут, и всех закупить, и потом, чтобы отправить воевать против Украины. Такая политика проводится и дальше. Мы видим, что происходит. Но наряду с этим мы говорим о том, что же происходит
российско-украинские отношения, что говорит Трамп в связи с этими, значит, бомбовыми ударами по Ирану. Это тоже очень важный такой момент. Это то, что постоянно, вот то, что я сейчас говорил, постоянно Аслан эти вопросы задает, что они собираются делать, как они собираются делать. Вот здесь вот на днях вот тоже появился ролик, где выступает Жириновский, и прямо там он говорит, вопросы не задают, вот там надо, это есть ролик, я его выставлю, в котором говорится, вот что эти чеченцы, что это такое. И он там говорит, да, Жагар Дудаев был прав. Мы их всех, говорит, это добьем, выселим, а оставших всех развеем по всему свету. Прямо уступает и говорит. И это один из лидеров, лидирующей партии России, которую поддерживает Кремль. Вот мы всегда об этом говорим со своей стороны, а здесь мы сейчас видим, сам этот Жириновский выступал, прямо об этом говорил о чеченском народе. И это не зависит от того, кто это будет. То ли эти вот эти продавшиеся марионетки, то ли эти другие. Они не хотят вообще, чтобы дух чеченцев был на территории Кавказа. С чем это связано? Потому что чеченский народ – это народ, который многие века борется за свою свободу, борется за то, чтобы сохранить себя и не меняет свою, как говорится, политику, если так можно сказать, в отношении сохранения своей цивилизации. Это не значит, что чеченцы на кого-то нападали. Никогда наш народ ни на какую нашу соседнюю там территорию не нападал, никогда никому не угрожал. А вот империя, эта, которая создалась, вот она вот такую вводит политику. Ну, давайте к нашим вот этим делам, что связано по Турции, по Ирану. Коротко я это скажу, а потом будем вопросы-ответы задавать, там, смотреть. Значит, по Турции Трамп заявил, как нам известно всем, наверное, что он договорился, то есть, вернее, Трамп приедет в Турцию, так сказал Эрдоган. Он с ним переговорил, и туда они ждут Путина. Будет ли эта встреча, куда приедет, конечно, естественно, и Зеленский? Этот вопрос стоит открытый, но об этом Эрдоган уже заявил. То есть он приедет в Турцию. Посмотрим, что из этого выйдет. Будет ли там Трамп и Путин? Но, скорее всего, Путин туда не приедет. Я так думаю. Ну и другое дело, что этот их глава внешнего ведомства Марко Рубио, он заявил, что они готовы там принять санкции против России после вот принятия соответствующих законов. Они должны какой-то закон принять, это закон о бюджете страны, и тогда они это, мол, будут этим заниматься. А в части того, что произошло в Иране, то, что они скинули там атомные бомбы, и вроде считают, что там якобы они уничтожили все оборудование, центрофуги и вся эта уран уничтожили иранский. Никакого доказательства о том, что это было, нет. И мы можем это проследить, вот, послушать разные информации, везде об этом, что никакого доказательства нет. И просто вот зная, что доказательств нет, значит, Трамп срочно обратился к Нетаньяху в Израиль, спрашивал у него, ну-ка выложи, как ты вот это в смысле это, выстоишь. Тот начал говорить, что у них есть какая-то национальная организация по, значит, исследованию атомной энергии, все такое. И в конечном итоге выяснилось, что даже сам израильтянин, я сейчас не помню его фамилию, звонил из Америки, он живет там, известный человек, звонил и говорил, что следил за всем этим. Оказывается, у Ирана есть бомбоубежище, или как это сказать, не 100 эти метров, которые они бомбили, а до 300 метров, несколько этих. И что вот эти все центрифуги и все эти, скажем, урановые
запасы, они могли свободно перейти в другое место. О чем это говорит? Это говорит о том, что в любой момент, или, скажем, в тот момент, видимо, определенно, у Ирана будет атомная бомба. Иран все равно создаст свою атомную бомбу. Если Иран создаст свою атомную бомбу, это будет как прецедент, который может говорить о том, что эту атомную бомбу захотят иметь и другие страны. Ну, например, возьмем Южную Корею, Японию, которые тоже хотят иметь гарантию безопасности. Как мы видим сегодня, действие Совета Безопасности ООН или Организации Объединенных Наций, она не настолько прочна, и ее решение не воспринимается этими странами как обязательство выполнить те, которые они приняли на себя, принимая вот эти все уставы, принцип международных прав. То есть вопрос остается так. Или будут расширяться вот эти вот страны с атомным оружием, чтобы сохранить себя, или международная организация, я имею в виду Организацию Объединенных Наций, она должна укрепить свои позиции в отношении тех стран, которые бы пытались создать эти атомные бомбы. Сегодня для того, чтобы Иран прекратил попытку создать свое атомное оружие, для Ирана нужны гарантии. Иран об этом заявляет. Мы это говорим, я это говорю, зная, что Иран – это союзник Кремля, нашего противника, нашего врага. Понимаете? Мы говорим об общей ситуации, которая сейчас складывается. И если, скажем, вот так вот получится, что остальной мир может дать гарантию безопасности Ирану, что на них не будет нападать, скажем, Израиль, и не будет нападать другая страна, которая обладает атомным оружием. Если эта гарантия есть, но эта гарантия должна быть, как они утверждают, не такая, как Украина приняла в Будапештское соглашение, где написано одно, а ничего не делается. Вот такие предложения, вот такие вопросы сегодня поднимаются в мире. И здесь еще стоит другой вопрос в Америке, как вы слышали, наверное. Если действительно на самом деле окажется, что никто не может доказать, что они уничтожили эти центрофуги и это уран, который был у иранского государства, то это вопрос стоит о припишите Трампу, который затеял вот эту всю игру и ничего не можешь сделать, не можешь показать, есть ли это, значит, результат этого нападения или этих бомбеж, есть или нет. Вот так стоит вопрос. Коротко говоря, вот такая ситуация. И дальше мы поговорим. Давайте на этом я закончу, чтобы были вопросы. Спасибо, Аят. Ну, тогда я свои вопросы попозже задам. Сейчас тут буду читать или комментарии, либо вопросы. Всех, друзья, я приветствую. Напоминаю вам, у нас стрим сегодня 136-й стрим на платформе открытого диалога. Задавайте вопросы. С нами Аят Идигов и сопредседатель президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, ближайший соратник Джохара Дудаева. Так, Эд, всех, друзья, приветствую, салам. Вот Эд Мамедов задает вопрос. Аят, многие в фашистской Российской Федерации осуждают Азербайджан, что они не поддержали Иран, а в союзе с Израилем. Что вы думаете, правильно ли выбор сделал Азербайджан и почему? Баркал. То есть как не поддержать? Наоборот, Азербайджан поддержал Иран. Да, ну, наверное, ошибка, наверное. А в союзе осуждают, что он поддержал Иран и что он в союзе с Израилем. Да, что он не поддержал Иран. С одной стороны, в союзе нет экономических отношений с Израилем, не имеет отношения. Но в то же время он поддержал в этот момент, я помню, я слышал сам, поддержал Иран. Нет, именно Израиль поддержал Азербайджан. Алиев выступил на стороне Ирана. Сказал, что
он против того, чтобы бомбили Иран. Это я слышал сам. Поясни это, пожалуйста, что ты имеешь в виду, и поддержал ли Иран или не поддержал, как ты считаешь? Вроде бы они вместе очень тесно контактируют с Израилем, Азербайджан Да, и они Израиль. контактируют, да, они контактируют, у них есть отношения там по технике, по вооружению, по нефти, по газу, это есть все. Но в то же время вот этот момент, который мог потом очень плачевно, если это развилось бы, и возможность было бы наземная операция даже. Мы же знаем, что президент Ирана – это азербайджанец, и что в Иране живет около 40 или 50 миллионов азербайджанцев. Мы это знаем. Видимо, учитывая в этот момент, он здесь сделал хитрый ход. Я так. А уж там, как он себя поведет, он иначе, если повел бы, он получил бы себе, видимо, здесь отрицательный, скажем, сигнал в отношении себя, а потайно он мог с Израилем, они и так ведут свою работу. Я так понимаю. Ну, сейчас дождемся. Что скажешь? Вот по поводу Украины, то, что вот сегодняшний пока это еще не написал, вы по поводу Украины. Несколько дней назад сенатор в Соединенных Штатах Америки, ведя публичную дискуссию с одним из генералов, задал ему вопрос, как вы считаете, может ли военным путем Украина победить? По-моему, ты видел этот ролик. И он сказал, да, может. Ну, почему вы так считаете? Он сказал, что мы ему не можем даже себе представить, потому что в такой ситуации мы не оказывались, насколько яростно и сильно украинцы сопротивляются, что их мотивация, что их действия просто очень ну, как бы сильно они защищаются, и что у них есть все основания победить. В прошлый раз, когда я вам какое-то время назад задал вопрос, вы тоже очень хорошо ответили приблизительно на этот же вопрос. Как вы считаете, вы также продолжаете считать, что Украина победит, и почему сейчас американские генералы говорят, что именно военная победа, возможно, Украиной будет одержана? У меня не вызывает никакого сомнения, что Украина изгонит этого агрессора со своей стороны. И российские вот эти все войска, они должны будут обязательно убраться. Вопрос стоит о том, будет ли тогда, в целом вопрос стоит так, будет ли сохранено современное, значит, демократическое, значит, устройство государства и современное международное право. Может ли, скажем, этими действиями Соединенные Штаты Америки и, скажем, какие-то другие его сателлиты, ну, скажем, в кавычках, могут ли они изменить современное международное право? Очевидно, что нет на данный момент. Поэтому на стороне Украины, ну, скажем, находятся, на стороне Украины просто находятся, я думаю, все народы мира. Народы. Я не говорю о правительстве, я не говорю о диктаторских режимах. На их стороне находятся, и их поддерживают тайно или открыто, народы поддерживают Украину, потому что она борется за свою свободу, борется против агрессора, борется на той платформе, которая заложена в международном праве, что никто не имеет права изменять границу чужого государства с нашей стороны. Разговоры о том, что это наша территория, что ее создал Ленин, а кто такие эти, которые, допустим, развалили Советский Союз? Кто это такие? Вы откуда взялись? Вы незаконно развалили, скажем, Советский Союз. А когда Советский Союз создавался, он тоже был незаконно создан. И после Второй мировой войны были созданы вот эти принципы международного права, устав был принят всеми государствами, которые сегодня существуют. Они же это подтвердили. На этой основе должно все сохраняться, на этой основе должно
дальше и двигаться. А если даже этого не будет, с точки зрения морали, нравственности, справедливости, Украина должна быть свободна. Никакие разговоры о том, что сегодня выставляет, скажем, Путин и его команда вокруг, изображая из себя каких-то деятелей, ничего не дадут, обладая они хотя 10 атомными бомбами больше раз, чем они есть. Люди не согласятся с тем, потому что это будет их сдача или победа в этом вопросе будет рассматриваться как дальнейшая их эскалация против других стран мира. Скажем, против тех всех стран бывшего Советского Союза, из бывшего Советского, скажем, против Европы самой, скажем, даже против той Америки, не говоря уж против Турции и других. Поэтому здесь все подспудно, подсознательно мы видим, что Украина победит, потому что на их стороне справедливость, на их стороне желание изгнать этого оккупанта и поставить его на свое место. На их стороне и многие люди, я не говорю там о тех, которые одурманены телевидением, многие люди, которые живут и в России, есть такие люди, и народы, к примеру, я так полагаю, что чеченский народ, знаем, против этой войны в Украине. И другие народы, которые сегодня, значит, являются частью России, войдя в эту Россию в 1992 году, они тоже народы против. Просто их берут, насильно заставляют идти воевать в Украину, и когда вот эта ситуация изменится, это резко развернется в обратную сторону по изменению, скажем, внутреннего устройства России. Чеченская республика не является частью России, она оккупирована, как и части Украины, как и части Грузии, и как части, скажем, Молдовы. Так что здесь вопрос стоит в том, что украинский народ не сложит оружие перед этой ГБшной, так скажем, перед этой империей. Никогда не сложит. Это уже видно. Там есть люди, там есть отряды, там есть армия, там есть дух, там есть украинский народ. Он это демонстрирует. Вот поэтому я так считаю. Мгм. Спасибо, Аят. Снова Россия бьет по мирным, по жилым домам. Сегодня, вчера опять женщины, дети в Одессе били. Ну, короче говоря, как обычно. Чего добивается Россия, Аят? Ведь столько уже по мирным бьет, и все равно никаких результатов. Почему они не прекращают бить? Как вы считаете? Они не прекращают это потому, что у них другого хода нет. Они не могут иначе пойти, даже на мирные переговоры не могут пойти без условия того, что они победили. И если они идут на переговоры, они идут, как будто они все эти территории захватили. Вот я вначале говорил. Если они прекратят вот это вот сейчас, да, мирно, да, тем самым они признают свою преступность, они признают свои, значит, все незаконные действия в рамках международного права. И это все потом будет рассматриваться. Это же не просто так остановить. Если даже какое-то время это остановится, они снова пойдут, они снова будут бомбить, они снова будут это все терроризировать. И внутри, и снаружи, за. Ведь мы же вот видим, из сообщений идет, что они создают и круглые сутки работают, работают, и все военная промышленность, они создают танки, они создают вооружение, они создают разного рода, значит, снаряды, ракеты, все, что можно, создают. К ним еще подключены эти страны, Северная Корея, ну, Иран сейчас в таком состоянии, но Иран тоже. То есть вот эти вот вещи, и подспудно мы можем говорить, что и Китай на этой стороне. Это, значит, экономически сильные такие у них рычаги могут быть, и в этом плане, чтобы они там не говорили, только вот эта экономическая блокада, санкции, которые позволили бы
значит, сломить хребет этим вот действиям, которые сейчас они творят, создавая новое оружие, утверждая, что они могут захватить и победить. Этого нельзя допускать, и в этом смысле я имею в виду, им надломить надо хребет. Если им не надломить хребет, скажем, России, этой системе власти, так, они будут продолжать это делать. Это все понимают. Вот в этом вся и причина. Попробуй сейчас он скажет: хорошо, я согласен, я виноват, и все такое. Такое он не скажет. Это мы должны понимать. Потому что он незаконно все это делал, сколько людей поубивал. Я здесь параллельно хочу сказать, что некоторые блогеры вот Украины, когда они ведут передачи и начинают говорить о преступлениях Кремля и все такое, вот некоторые, я за всех не говорю, я им уже и писал, они пишут там, вот они напали на Грузию, напали, а про Чеченскую республику Ичкерия, которая столько понесла, каждый, значит, второй, третий человек убили, более 250 тысяч людей у нас погибло. Они это все как бы, значит, на стороне, как бы умаляя это состояние, считали нас чаще в России вот эти вещи ведут. Те, которые это говорят, они очень сомнительны в своем поведении, или они не понимают ничего. Я хотел бы сделать это замечание, чтобы эти блогеры так себя не вели и выставляли то, или мы все действительно находимся на плоскости того, что боремся против этой империи и в будущем будем вместе, или здесь заложена какая-то червотина. Вот так вот. Да, вы абсолютно правы, да, абсолютно так и бывает. Ну, при всем при том, что Верховная Рада признала нашу территорию оккупированной, что над нами совершен геноцид, да, украинцам уже как бы и в правовом смысле даже это неграмотно так говорить. Ну, есть, которые нас просто не любят, наверное, и не могут они позволить много я лет. говорю за блогеров, которые якобы на украинской стороне выступают, и когда они это говорят, они такие вещи говорят. Порой они не понимают эту ситуацию, говорят, а порой, наверное, специально, для того, чтобы здесь какое-то противоречие создалось. Все, Аслан. Спасибо. Вот Владимир Путин говорит, что он не будет нападать на страны Европейского Союза, на страны НАТО, что, говорит, это какой-то бред сумасшедшего, что никогда в жизни он и не планировал, что они не собираются нападать. Как вы считаете, можно верить ему? Я могу сказать одно. Когда есть китайская такая пословица, если лисица говорит, что он больше не будет из курятника таскать кур, это сигнал тому, чтобы навесить еще один замок. Вот и все. Им верить в то, что нельзя, это как раз есть то, что они говорят о том, что он, имея эти намерения, пытается вот как бы, значит, убедить в обратном, чтобы можно было об этом говорить, вот он сказал. А на самом деле они будут. Никаких разговоров нет. Они вот 5 раз нападали на нашу страну, каждый раз обещали, что больше не будет. 5 раз. А люди не знают, что это было так. В 91-м, 92-м, 94-м, снова в 94-м, 99-м. Вот они каждый раз говорили, все, подписывали какие-то соглашения, договора, уходили, и снова приходили. Это вот такая ситуация. Верить нельзя, конечно. С этим, я думаю, что им, конечно, западные страны не верят, здесь разговора нет, они не верят, понимают, в чем дело. А если не верит, зачем он это говорит? Просто мог бы промолчать. Он это говорит, чтобы для общественного мнения, чтобы те люди, которые где-то еще не понимают ничего, чтобы их в этом убедить. Да. Простой народ. Вот он сказал, не будет, что вы там делаете, он сказал, не будет в таком духе. Но это надо знать. Вот я говорю, этот Жириновский вот ролик. Я не видел этот ролик раньше, так? Он там прямо говорит. Да, Жихар Дудаев, когда Жихар Дудаев выступил, показал вот это, значит, решение, в котором было сказано, что выселить весь, как говорится, создать условия для перемещения населения Чеченской Республики Ичкерии,
и по всем таким вот регионам. Урал и дальше везде, там, Саратовская область, все такое. Это было. И потом, значит, там же параллельно идет создать условия для заселения таких-то, ну, они не говорят заселение, с одной стороны, выселение нас, с другой стороны. И это было, и сегодня эта задача у них стоит. Мы прекрасно знаем, потому что читали эти документы, в которых сказано, что необходимо забомбить, задушить чеченцев, и оттуда потом их выслать, кто есть, выслать туда дальше, как говорили на Дальнем Востоке, в те страны, на вечное поселение. А туда заселить все русскоязычное население. И эту программу, этот план сегодняшний Кремль имеет. И мы это должны понимать, кто бы что бы ни говорил. Эти документы я лично читал, об этом говорил президент Жохар Дудаев. И вот мы слышим, как Жириновский тогда где-то говорил. Да, Жохар Дудаев прав. Мы их всех там, сколько можем, убьем, замочим в таком духе, а остальных всех выселим. Вот так. Он прям там признает. И это один из, скажем, основателей партийного руководства, скажем, России. Друг Путина. Здесь нет сомнения никакого. Вот в чем дело. Да? Возвращаясь к вопросу Эда, он дополняет тот свой предыдущий вопрос и говорит: Азербайджан союзник Израиля был, есть и будет. Иран всегда выступал против Азербайджана, и даже во время 44-дневной войны Иран поддерживал и оказывал военную помощь Армении. Да, во время между Арменией и Азербайджаном, Нагорный Карабах, когда у них была война 44-дневная, тогда Иран поддерживал Армению. И благодаря этническим азербайджанцам в Иране эта помощь была минимизирована. Иран даже не осудил сбитый самолет фашистской Российской Федерации, помните, который над Грозным пытались русские сбить, и немножко его ранили, и погибли тогда люди, и так далее. Поэтому вот, возвращаясь к предыдущему вопросу Эда, я его тогда повторю, что он имел в виду. Сейчас, одну секунду. Я спорить не собираюсь, я так и сказал, что здесь Азербайджан здесь хитрый ход сделал. Я так считаю тоже. Я знаю, что он говорит, это я примерно знаю тоже, какие отношения с Израилем и Азербайджаном, да. Но в данной ситуации он, так вот, Ильхам Алиев, президент, их выступил таким образом. Он был против того, чтобы наносился удар по территории военной, вот это, что они хотели бомбить. Он был против. Я слышал это. И вот многие фашистская Российская Федерация осуждают Азербайджан, что он не поддержал Иран, а в союзе с Израилем. Что вы думаете? Правильный выбор Азербайджана и почему? Ну, это искусство политики, искусство для того, чтобы потом как-то себя, наверное, объяснив тем, которые были его друзья, им что-то объяснив, он мог такое заявление сделать, имея в виду перспективу отношений с этой страной, с Ираном. Не случайно сейчас Россия, я вот говорил сейчас, так активизировалась по всем азербайджанцам на территории России, гнать их и все такое. Вот это я говорил в самом начале. Они такие решения принимают, и это идет по телевидению, везде все это и говорят. То есть здесь вот такая напряженность возникает и связана с тем, что именно Азербайджан здесь держит сторону, в конечном итоге, сторону Израиля и Америки. Здесь это видно, очевидно. Я так. Спасибо. Вчера по поводу, что если
Кадыров поднимет восстание против Москвы, против России, то поддержит ли, ну, и меня спросили, ну, вообще имелось в виду чеченский народ Кадырова простит и поддержит его в борьбе против России? Как вы думаете? Вот этот Все вопрос я дело в хотел том, бы что он не поднимет ничего. не поднимет. Ну, а вдруг сымитировать нужно будет, как будто отделился, там все такое. Помните, как Шах Масуд в Афганистане, там у них, или как его, Дустум такой был, такой, который у них в авторитете, таджикский полевой командир. И, кстати, похож на Кадырова немножко. Но здесь вопрос тогда, когда Достум и Афганистан был, им кто помогал? Америка. Запад Мгм. помогал им против России. Да. Советский Союз, да? А в этом случае вот он, как он поднимет? Кто будет его союзник? Кто ему поверит? Кто? И вряд ли ему поверит. А чеченский народ пойдет за Кадыровым, если он объявит джихад России, скажет, все, я осознал, все там, я решил теперь. Я Как вы думаю, считаете? что нет. Я думаю, что нет. У них таких сил нет. Они ради сохранения своей жизни будут на этой площади находиться. Если вот Совет Союз, России будет разваливаться, вот тогда, может быть, это какой-то вариант можно рассмотреть. А сейчас, чтобы они поднялись и начали делать что-то, нет. Чеченский народ 5 раз выступал против этой России и боролся в одиночку, и весь мир против него, как бы, значит, поддерживал Россию. Сегодня наша задача это та, чтобы признать на международной арене, признали законность воссоздания нашего государства, как оно было создано и другие страны, которые есть. Мы создали свое государство, его признать нам необходимо для гарантии, хотя это не полная гарантия, но для гарантии того, чтобы в перспективе наша страна была признана. А в отношении, допустим, если Кадыров или другой там изменит свою позицию, то, конечно, здесь надо этот вопрос отдельно рассматривать. Отдельно. Мгм. Ясно. Мгм. Так, друзья, напоминаю вам, у вас есть возможность задавать вопросы. Вы можете на официальной странице в Телеграм Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия принять непосредственно участие в нашей сегодняшней беседе. Можете зайти, можете поднять руку, вас примут, вам дадут слово. Также пишите вопросы, комментарии здесь в YouTube, я их зачитаю. Дейлер салам Ашуль Асламбек Машуль. Вот такие вот дела. Уже 4-й год, Россия ведет, ну, такую тяжелейшую для себя войну, которую она не ожидала, что будет такое, санкции со всех сторон накладываются. Как вы считаете, сколько еще может Россия продолжать? Тогда на переговорах в Турции Мединский заявил, что мы можем воевать так вечно. Это, на ваш взгляд, может быть такой бравадой, где Ну, понтами, за которыми ничего не стоит? Либо реально они могут воевать годами и вечно? дело в том, что мы с тобой говорили чуть раньше, они вынуждены воевать. Они вынуждены воевать. Они не могут объяснить, почему в таком бедственном положении народ в этой стране империи, так? Почему вдруг ниоткуда не возьмись, столько миллиардеров появилось, более 100 миллиардеров. Сейчас, их говорят, только 50 осталось, у них остальные все бежали. Так что здесь вопрос, они вынуждены для того, чтобы значит, сказать, что мы правы. Если они прекратят эту войну вести, то значит у них поднимется внутренняя война. Они это понимают. Вот в чем вопрос. Мгм. Они ничего не смогут сделать, весь мир против них. Ситуация такая, которую они хотят решить таким образом, чтобы сохранить себя. То есть им, видимо, для того, чтобы они ушли
и чтобы они перестали эти войны вести, видно, нужно принять какие-то меры на международном уровне. Они, наверное, хотят какие-нибудь гарантии сохранения себя, своих семей, близких. Но это должно рассматривать отдельно, должен рассматриваться. А вопрос будет рассмотрен только лишь после того, как они согласятся, когда им к этому их подведут. Сейчас вот Украина активно свои ракеты делает, и свои другие вооружения делает, готовит. Им помогает и Запад, страны помогают. Это все видно, но несмотря на это, Россия не может отступить. То есть это империя, эта власть не может отступить. Если она отступит, она тем самым признает ошибочность и преступность своих действий. Как сказал Джагар Дудаев, сойдутся на непримиримых позициях, да, получается так? Да, вот они, это и есть. Это и есть, это непримиримые позиции. И здесь нужно какие-то там вопросы, уступки делать для того, чтобы эту позицию, которую занимает, должен, скажем, народ России подняться в этом вопросе. Но я не вижу, что кто-то там поднимался и готов был подняться. Потому что слишком жесткое любое там движение, любое, значит, противодействие сразу карается 10-15, а то и больше годов тюрьмы. А потом оттуда их посылают прямо на войну, чтобы они воевали против Украины. Мы же это видим. Ясно. Фаиза, я извиняюсь, я увидел ваш вопрос, просто он короткий, поэтому я его не заметил, хотя очень важный вопрос. А вот от Фаизы вопрос: что будет победой над Россией? Доход до границы 91 года или до Москвы? А мне кажется, что доход до границы и потом после этого уже, как они тут будут выброшены с территории, оккупированных территорий ими, я имею в виду Украину, Молдову, Белоруссию, Грузию и Чеченскую республику Ичкерию. После этого, да, уже внутри самой России могут создаться другие условия. Потому что эта империя больше не может так себя вести. А если дойти до Москвы, то здесь вопрос, наверное, так не стоит, потому что мы не стараемся, и Запад не старается довести их до такого отчаянного состояния, когда они начнут атомной бомбой, дубинкой махать. Важно их выкинуть за пределы этих стран, это главный вопрос. А уж потом, уже пускай внутри там, как они будут создаваться, нужна четкая, определенная победа, силовая победа или политическая победа, чтобы они убрались с этих территорий, которые не принадлежат им, которые они захватили незаконно, столько людей поубивали. Вот это будет первый этап победы, я так считаю. И на этом этап можно закончить, остальной этап это будет уже внутреннее состояние в самой России. Так, спасибо, Аят. Сейчас. Подождите. Так. Сейчас, Аят,
как известно, на России появилась такая группа под названием «Русская община». Очень сильно пиарятся, никаких особо результатов нет, ну просто болтовня, там куча собирается против детей, против там мигрантов, там что-то там провоцирует. И вот ее раскручивают, явно усиленно раскручивают. На войну они не идут почему-то. У них один, по-моему, человек пошел на войну, так они везде на всех своих пабликах об этом рассказывали, что вот член нашей русской общины пошел на войну там и так далее. И сейчас начали говорить, что против них создается другая община, кавказская община там, и так далее, и так далее. Как вы думаете, для чего это делается? Почему вот эти вещи делаются? Ведь мы знаем, что на России свободы никакой нет, и загреметь в тюрьму можно даже за пост в интернете, не говоря уже о том, что участие Да, в какой-то мы уже говорили об этом, что они в Москве там на детей чеченских напали, в одном дворе пришли эти русская община, так называемая. Но, скорее всего, это даже не русская община, а это какие-то бандиты, которые из числа, скажем, русских, а может быть и не только русских, собрались и создают вот такое вот противостояние для того, чтобы сказать, чтобы поднять якобы дух русских. Мол, во всем виноваты чеченцы или другие национальности. С одной стороны, они против азербайджанцев так выступают, с другой стороны, вот так против чеченцев. Чеченцы, где бы они там не были, они все равно защищают свои позиции, где бы ни было, и пытаются им дать отпор. Потому что если они находятся в этой стране, то они здесь вот используют этот вариант и говорят, что зачем вы это делаете. А те специально это раскручивают для того, чтобы потом как-то перевести все стрелки на то, что плохо воевали чеченцы, плохо воевали башкиры, буряты, дагестанцы, а они все гибнут, а другие фактически мало гибнут, собственно говоря. И потом, значит, сказать, если будет какой-то там упадок, скажем, в их нападении, и оборона будет слабая, обвинить чеченцев хотя тоже это не исключено. Но на самом деле это провокация, которая создается, конечно, со стороны самого Кремля. Кремль там должен, если он не так думает, он должен был там выступить и этих всех людей арестовать и с них спросить. А этого же нету, мы же видим. Вот это и есть. Мгм. Во всем виноваты не, они говорят, во всем виноваты все те, кто не русский. Мгм. А кто русский, тоже непонятно. Но они уже забыли, что они не русские, но многие из них. Но они под этой, скажем, маркой вот это все выступает, власть там вот это все выставляет. Все. Мы видим. В этом вся и причина. Мгм. Спасибо. Асланбек задает вопрос, Тутаев. Что будет делать Россия, когда цены на нефть упадут ниже плинтуса? Ведь Россия зависит от продажи нефти. Это сырьевой придаток, на котором наживается режим Путина и его окружение. Ну, когда они упадут, они будут считать, что у них там осталось. Во-первых, у них есть золотовалютный запас, говорят, около 400 миллиардов. Так? Притом у них есть деньги, которые лежат в банках у населения. Их тоже говорят где-то 600, что ли, миллиардов. Так что они пытаются покоситься как-то вот эти деньги все изъять дальше для того, чтобы вести эту войну. Ситуация может быть очень тяжелая. А в то же время, изъяв эти деньги, они пытаются как бы применить, конечно, в военных целях для этого. Если они начнут это делать, то, естественно, начнут это делать, я сказал, слишком мягко, они уже это делают. Но дело в том, что они полностью это не применяют, потому что эти миллиардеры, которые есть, основная масса этих денег владеет миллиардер.
миллиардеры, которые находятся, ну, являются частью России, так? И если они начнут эти деньги у них отнимать, у населения-то немного денег, мало, так? В основном это нужно убирать от них. Так что такая ситуация. Ну, наверное, они до этого могут дойти тоже. Тоже могут дойти. Поэтому нужно здесь действие сообразно этого рассчитывать. Тех, кто сегодня организует вот это на Западе сопротивление против, скажем, этой российской новой империи. Они должны, вот, я думаю, они все это прекрасно знают, то, что я о чем говорю сейчас, так? И какие у него запасы есть. Они же случайно вот это круглосуточное на вооружение военный комплекс свой раскручивают. То есть вот такая ситуация. Говорит о том, что они остановятся, не приходится. Им нужно дать, как говорится, жестко дать, и тогда, а чтобы жестко им дать, нужно вооружить Украину, нужно самим вооружаться. Вот и эстонцы, и поляки, и другие вот восточные страны, они уже начинают, копают рвы до глубины 3 метров, ограды строят, они уже готовятся. Хотя, допустим, другие страны, как Испания и другие, они не собираются применять там из бюджета, взять до 5% бюджета для военных нужд, а эти уже все делают, и этот вопрос там сейчас у них обсуждается. И та помощь, которая должна вот сейчас прийти, скажем, 50 миллиардов для Украины, здесь две страны, это Венгрия и Словения, они где-то там его блокируют, но это ищут сейчас, вот эти европейские страны, ищут выход из этого положения, как это решить. Но, скорее всего, они этот вопрос решат. Такая ситуация. Зубайр задает вопрос, не видите ли параллель с афганской войной СССР, которую вел вот, нынешнюю войну с Украиной? Нет, здесь я не вижу параллель, потому что это, скажем, в целом, конечно, сам процесс военный и в смысле того, что они так же жестоко себя ведут, и что как империя, это параллель есть. А здесь другое дело. Ведь они же развалили Советский Союз сами, развалили. Если бы они не развалили бы его, то эти страны не образовались бы с точки зрения международного права. Они его развалили теперь военным путем, теперь вот пытаются сохранить эту империю, снова ее расширить. То есть эти условия, которые им нужны для того, чтобы сохранить эту империю и сидеть все время у власти. Вот в этом параллели есть, да, как и там. Спасибо. А чем, вот, с чем тогда, чуть-чуть дополню вопрос Зубайра, с чем вот из истории, если смотреть? Некоторые говорят, Первой мировой войной это может быть вот то, что Россия участвовала. А некоторые говорят, там разные приводят параллели. Вы бы с чем сравнили сегодняшнюю войну России против Украины? Ну, это агрессивная война, это имперская война, она всегда и была, что ее сравнивать. Она всегда такой была, когда была и царская Россия, после когда была Советский Союз, и сейчас это все суть империи. Суть империи. Здесь нет другого сравнения. Они везде говорят, что они побеждали, а то, что они не побеждали, это весь мир знает, они просто лапшу вешают на уши своего населения, и этим вот занимаются, в принципе. Пропаганда сильная сейчас. Это не то, что в то времена, когда не было ни интернета, ни телевидения, ничего. Тогда только газеты были и вот какие-то радио. И то они это делали тогда, но суть остается та же самая. Так? Спасибо, Аят. Виталий задает вопрос. Кадырова обвиняют в убийстве своего отца. Что вы знаете об этом? Ну, я ничего не знаю об этом, но в том, что он своего отца убил, это неправда, это его отца убил Кремль. Это они организовали его убийство,
А потом, значит, чтобы загладить все это, туда во главе поставили Кадырова, младший, потому что старший Кадыров, придя в эту вот, лоно Кремля, обнаружил, что он там выступал и говорил: смотрите, вы даете мне значит, средства для того, чтобы я восстановил нашу республику, а то, что я получаю из него, больше половины остается в Москве. Почему? То есть те, которые были и кто на этой войне наживались, они организовали его убийство. Нет никакого сомнения, у меня нет. Хотя они обвиняли в убийстве, что это убили и Шамиль Басаев, и другой, и третий. Нет. Нет, это неправда. И сам Кадыров, видимо, тоже это не знал. Ну, скорее всего, конечно. Я не думаю, что это все наветы. И вот продолжая эту тему, и вот есть видео, не знаю, может это фейк, сейчас что угодно можно лепить, хотя это старое видео. Сидит Шамиль Басаев и Дохка Умаров, и они обсуждают, что Шамиль говорит: да, это я заказал, я заплатил там 50 тысяч, по-моему, долларов за его ликвидацию. Это информационная какая-то война, которую вел Шамиль, если это настоящее видео, или это что тогда? Я скажу другое. Если бы это заказал Шамиль и сделал бы это, он бы не стал это скрывать. Он прямо сказал: да, это мы сделали. Всех остальных предателей будем убивать, сказал. Сомнений нет. Тайно он это не делал и не мог это сделать. Скорее всего, он этого не делал. Но он там говорит в этом видео, он говорит: да, Он это уже говорит, я вот многие видео знаю не только про него, про себя, а про других, где они придумают все, что угодно. Они же могут что угодно смонтировать. Конечно. И голосом, и этим, и это они могут делать. Так что здесь такое дело. Здесь никакой проблемы нет создать такую роль. Он сидит, говорят, а голос наложить не трудно. Поэтому я говорю вот по самому характеру, что в те времена, что это была за ситуация. Надо, чтобы прийти понять, что это вопрос, надо примерно оказаться мысленно в той ситуации, так, в то время, и как ко всему это относились. Если бы он это сделал, он бы открыто это сказал, чтобы всем остальным было. Здесь нет сомнений. Я когда-то давно еще, вот так поверхностно, конечно, не особо не углубляясь, провел на какой-то там небольшой анализ этого всего. Именно после убийства Кадырова Ахмада у себя в Кунге, на Ханкале, на закрытой территории, сгорел у себя в Кунге генерал Рудник Дудаев такой был, генерал ФСБ. Да. Потом еще некоторые лица, которых замочили, убили, как кадыровцы убили, там, или ФСБшники убили. И потом я слышал версию, что за убийством, ну, предположение, точнее, как теорию, что за убийством Кадырова Ахмада стоял Николай Патрушев, который хотел своего человека туда назначить, а Путин как бы настаивал, что должен находиться его человек. И именно поэтому вот есть такой Магомед Даудов, который второй человек в государстве сейчас нашем оккупированном, и Кадыров не имеет на него никакое влияние. И что самое интересное, Магомед Даудов убил человека какого-то нашего, там, командира какого-то нашего чеченского, которого они назвали как будто исполнителем ликвидации Ахмада Кадырова. Может быть, это связано борьбой Путина и Патрушева между собой по попытке захвата контроля над республикой оккупированной. Ну, это все вот эти, значит, фантазии придумывают те, которые хотят что-то сказать. Как может Патрушев своего человека там поставить?
Если Путин сказал, значит, там должен быть тот, что сказал Путин. Мгм. Сегодня рулить, и тогда рулил Путин. И там вот это все они рассказывают, чтобы запутать ситуацию. Мы не узнаем правду пока, ничего не узнаем. Я думаю, что здесь там были разговоры о том, что когда здесь были другие моменты, когда они пытались людей из нашего сопротивления, которые находятся в зарубежье, да, вместо этого Кадырова-старшего затянуть. Эти разговоры были, я в курсе дела, как они пытались здесь с Запада затянуть наших людей, что их подтягивало, допустим, через Грузию или Азербайджан, что они вопрос хотели там установить. В конечном итоге они ставили цель такую. Только речь не может быть о независимости Чечни, о том, что Чечня есть независимое государство. Таким образом, они пытались затянуть и людей, которые были на Западе. Я лично знаю об этом, потому что с этими людьми я тогда столкнулся и видел, что это такое. И то же самое и там. Это были все ходы, которые, конечно, никому не поверил бы, скажем, и не поставил никого. Вот Гантимиров хотел поставить кто-то там, да? Кто эти были там, помните, не буду называть их. А он все равно вот этого Путин поставил Кадырова. Посмотрите, они засылали своих людей, они вели переговоры, я об этом говорил, значит, в Швейцарии в 2001 году, в 2000 в Лихтенштейне, потом они вели эти переговоры, значит, уже там собрались и сделали там как бы от всего членства народа, Всемирный членский конгресс в Копенгагене. Все это они крутили, и везде там было сказано, что территория Чечни является частью России. И вокруг этого все время вертелся Закаев, его окружение. Они, Закаев, и этот Ахмадов, их тоже туда пытались подтянуть, а в конечном итоге, как говорится, их кинули и посадили другого там все равно. Так что здесь разговоры нельзя как-то определенно вести, что Бог знает или не знает. Там они решают, они же не знают, что они там решают. Но ясно, чего им нужно. Им разницы нет, что этот или другой или третий. Важно, чтобы это выглядело так, как нужно им. Мгм. Ну да, в принципе, конечно же, запутать, обмануть — это любимое занятие КГБ, Да, ФСБ. И, и да, конечно, ФСБ убила более-менее грамотного Ахмада Кадырова и поставила его сына, который с 3 классами образования и абсолютно управляем. да. Ясно. Благодарю, Аят. Так, а здесь был такой вопрос. Сейчас, куда же он делся? Мгм. А, Сула о войнах задает вопрос. А вот мы ушли далеко от темы, от которой раньше обсуждали, что вот русские должны как-то освободиться, попробовать получить свободу. Кто освободит русских от рабства? Аят? Кто освободит русских от рабства? Да. Или Раб, по Жванецкому. не стремящийся к свободе, достоин двойного рабства. Так сказал наш президент. Вот вам ответ. Если они Да. не стремятся к ней, то их никто не освободит. Потому что иметь свободу, это значит, свобода это не просто так тебя отпустили, ошейник сняли, Мгм. а еще отвечать, это больше ответственность. Свобода это ответственность. Большая степень ответственности за свои поступки, за свои решения. А они привыкли жить так, вот батька приедет, царь приедет, все разрулит. Это у них Да, да. в природе. Да. Поэтому никто их не освободит, если они сами этот вопрос не поднимут и не будут с этим бороться вместе с другими, скажем, народами, которые им в этом помогут, так? И потом могут решать вопрос о том, что как совместно проживать уже в других условиях.
на других, скажем, основах. Вот так. Мгм. Как сказал Жванецкий, если будут русских освобождать, они повесят того, кто их пытается освободить, на ворота тюрьмы и вернутся на свои нары. Да, это так. Так, дальше. Я тут смотрю много. Друзья, пожалуйста, если я сейчас пропущу ваш вопрос, вы мне повторите его, потому что много здесь и спама, и вот разных троллей. На наши стримы всегда выделяются отдельные бригады троллей, поэтому они тут нам засоряют, а я их не удаляю, чтобы, ну, пусть будут, пусть все видят. Только там особо оборзевших блокирую. Так, Украина вернет все свои земли и Крым, вопрошает Иркин. Ну, у меня нет сомнения, вопрос только во времени. Да, дело время. Без этого не будет и победы. Это должно быть не только Украина, и остальные территории, которые захватила эта Россия, должна вернуть все. То есть она должна вот в своем устремлении, в своих этих начинаниях, должна признать свои ошибки, уйти. А он же поднимал там вопрос для того, чтобы как-то, значит, поднять дух, так сказать, русского народа, денацификация, денацификация, то есть из всех украинцев сделать русских, и чтобы там не было никакого, скажем, средства защиты. Армии не было бы, военного комплекса не было. Вот о чем шла речь. Конечно, конечно, России это все так не пройдет. По крайней мере, этой власти имперской. Так это. Спасибо. Александр Зайцев, витаю вас из Беларуси. Скажите, что означает бело-красно-белая полоса на вашем флаге? Такие цвета флага сопротивления в Беларуси в 2020 году. Вот за моей Зеленое полотно это значит это свободное такое состояние зеленое, так это как бы мироздание, потом белый эта полоса означает о том, что освободились, красное это военное, снова значит белое, а потом снова зеленый. То есть такие вот символы. Вот это и есть то, что мы... Так вот, это можно поднять, там, прочитать все, что это есть. Это... Сейчас я в общем так сказал. Ну, я то, что читала, это что это два геноцида, которые над нами проведены, вот эти две полосы, и вот красная черта – это кровь, которая пролита в борьбе. Ну, вот я так, по-разному интерпретируют у нас вот этот. Ну, сказать, что два геноцида не приходится, потому что чеченский народ 6 раз ссылался Российской империи, Советским Союзом 6 раз. И он всегда там возвращался назад. И это каждый раз, это был геноцид. И каждый раз, когда на нас, а это же геноцид. Два геноцида, наверное, мало здесь будет говорить. Это надо почитать, точно почитать, но это такая вот... Этот флаг утверждался первым созывом парламента нашего, да? Да, конечно, да. Угу. Да. Так. Вот здесь я читаю, ислам ничего не принес, там, или еще что-то. Украина, мол, исчезнет, Россия возродится. Мечты, мечты, где ваша сладость, отвечал. Ничего не будет. Справедливость должна восторжествовать. Справедливость.
и человечество, человечность. Мгм. Они хотят нас втянуть вот это религиозное толкование этих. Это, видно, эти фейки разные, кремлевские. Да, да. Сразу бан этим разным фашистам. Так, тут Баланетка, наша белорусская подписчица, сообщает, что вот этот белорусский стяг был создан и принят в 1918 году при создании Белорусской Республики. Вот, наверное, этот белые, красные, белые полосками. И да, мне уже неоднократно белорусы об этом говорили, что похож наш флаг на их флаг. Ну, вот у этого папа, главного папа России, у него тоже есть мантия, которая вот на нем покрыта, он с ней ходит, разные, правда, не похожа Да. на... Но это не означает, что это имеет какое отношение к нам. И эти цвета были созданы до того, как еще эта религия, поп, или этот поп появился, и это Россия появилась. Все эти цвета мы можем использовать, но в данном случае в определенном размере флаг, определенной, значит, длине, определенного смысла, наш флаг вот такой. И герб тоже, и гимн тоже. Так что не будем сейчас здесь говорить, что там было когда-то, но это наш флаг, который мы приняли. И похоже на него сегодня мы в мире не видим никаких. Ну, таких вот именно пропорциях. У нас здесь, в Германии, произошел поджог техники. По-моему, 4 машины сгорело, или 5 даже, военных Бундесвера, грузовики. Кто-то ночью пробрался на ремонтную какую-то часть, где стояли грузовики, которые готовились к ремонту или уже были отремонтированы. Подпалили их, сбросили это видео на Z-каналы россиянам, и россияне распространяют. Как вы считаете, это действуют российские граждане, россияне, русские, проживающие здесь, или какие-нибудь полезные идиоты из местных, которых вербуют? Наверное, те и другие, это одно и то же. Мгм. Те и другие, какие бы они ни были, это одно и то же, у них одна и та же цель. Потому что их мышление, их, значит, отношение к этой ситуации, понятие. Наверное, те и другие. А может быть, случайно что-то было. Кто его знает? Может быть. Ну, следствие покажет. Ну, уже русский след, там российский след, уже немецкое следствие уже основную как версию рассматривает. Да? Что да, что это... Ну, тогда здесь сомнений нету, конечно. Тогда, если они рассматривают, русские, они везде, вот, они внедрились еще с каких лет дальних, 100, 150, и везде сидят, у них там тайные агенты сидят, и они даже ничего не делают, до определенного времени могут 10, 20, и больше лет сидеть, а потом вылезти и что-то сделать. Так что вот так, я считаю. Ну, знаете, некоторые говорят, что российские спецслужбы находят ультраправых, там, каких-нибудь там коммунистов, каких-нибудь таких взглядов, леваков, которые недовольны там политикой Германии, недовольны там еще какими-то моментами, и как бы под чужим флагом к ним подбираются и говорят: вот, мы должны там не участвовать в войне некоторых. Якобы эти грузовики должны были поставиться в Украину. Хотя потом немецкие власти сообщили, что это не так, да и кресты на них были на дверях, не закрашено все. Обычно на Бундесвере, которые есть кресты, вот они там есть. Поэтому, может быть, задействованы местные какие-нибудь полезные идиоты,
имеется в виду не русской национальности, даже может быть. Ну, вполне возможно. Я об этом и говорил. Ты что сказал? Полезные идиоты из числа немцы, может быть, сами, которые понимают вопрос, скажем, совсем иначе, выход из положения иначе понимают и пытаются как-то влиять на действия власти в Германии. В то же время, если бы они понимали бы, скажем, общую картину мировую, да, может быть, они это и не делали. Они просто на уровне своего мышления, на уровне своей, скажем, деревни или города, мысль дальше идет, как болгары говорят, мышление дальше носа не идет у них. Мне так кажется, что некоторые. Мгм. Ясно. Ясно. Так. а, По поводу, хотел вопрос вам тоже задать, по поводу вот китайской, вы постили, я у вас перепостил это видео, по поводу того, что Дальний Восток переходит под контроль Китая, там уже есть территории, просто жители этих населенных пунктов даже не знают, кто у них администрация, к кому они относятся, просто потерянные такие территории, так сказать. Как вы считаете, это в ближайшее время произойдет или и почему произойдет? А то, что это произойдет, уже как бы очевидно, мне кажется. Я еще бытность Советского Союза, кажется, 85-й или 6-й год, мне необходимость там производственной и иной, пришлось быть там на Дальнем Востоке, в Забайкалье. Я уже говорил как-то про это. И когда там оказался, я вот передвигался, там, садился в автобус, туда-сюда ездил, и видел, что там большинство людей, значит, не русские, а, скажем, как китайцы похожи. Потом там у некоторых людей поспрашивал, что ты в автобусе столько людей. Они говорят, что это китайцы. Как Китай? Да, говорят, здесь у нас. И Это в советское время еще, правильно? Да, да. И в те времена, когда это были не автобусы, а троллейбусы, как сейчас помню. Да? Я когда перемещался, и потом мне приходилось вот там быть в воинской части, встречался там некоторыми там офицерами, а они возмущались, что мы там чеченцы, кавказцы, вот смотрите, нас тут чуть ли не все хотят захватить, Китай лезет к нам, а вы еще против, и все такое, вы виноваты во всем. Но это одна из причин тоже против нас выставлялась ими. А сами сидели там и ничего не могли сделать. А сейчас, конечно, там они уже начали, как они там писали, что создавать школы на китайском языке, так? Создавать администрацию, и все там, как бы, значит, территории им отдавать. То есть потихоньку это все происходит. А для чего? Для того, чтобы, конечно, отдавая все эти территории, все туда втянуть Китай они хотят. То есть они хотят втянуть Китай для того, чтобы потом эту массу направлять там военным образом, может быть, какой-то страны, в данном случае против Украины. На самом деле они эту огромную Россию раздают по частям. Еще в те времена, когда они 90-е годы, когда против нас эту войну вели, тогда они большую часть своей территории на Дальнем Востоке отдали Китаю. Я помню, как сейчас, как этот Шамиль Басаев выступал и там критиковал их. Вот они отдали, откуда он узнал, это потом подтвердилось, они передали Китаю столько территорий, а они хотят нашу Чеченскую республику территорию захватить, и вот они вот ведут, а там все отдают. Так что это присуще империи. Они могут все это отдать, и, ну, там где-то, чтобы это не видно было, там людей население поменьше, а для общего населения создать такое впечатление, что они вот бьются за то, а здесь во всем виноваты вот эти вот, скажем, эти народы, виноваты внешние какие-то враги, виноваты то, что мы говорим. Все виноваты, кроме их. Вот в чем вопрос. Ясно, спасибо, Аят, спасибо.
Мы уже почти 1,5 часа в эфире, и вопросов больше не вижу. Предлагаю сегодняшний наш стрим закончить. Хорошо, Если у хорошо. вас есть что сказать, пожалуйста. Да, да. Нет, у меня больше нет чего сказать. Спасибо. Сказать-то много есть, но на этом завершим. Хорошо, хорошо. Спасибо, Аят. Спасибо, было очень интересно. Спасибо. Спасибо всем, кто принял участие, друзья. Всего хорошего, до свидания, до завтра, как говорится. Адикюр Машуаль.